Возьми оранжевый. Молодец. А что у нас осталось? Что выберешь? Правильно. Дефектология, логопедия, психология, кинезотерапия, работу по всем этим важным и обязательным для полноценного развития ребенка направлениям ежедневно проводят специалисты психолого-педагогического центра «Логопед». Сюда обращаются родители детей со слуховыми и речевыми нарушениями, а также с проблемами в интеллектуальном развитии. Помощь в адаптации в обществе таких малышей – главная задача центра. По количеству часов занятия с логопедами, педагогами, дефектологами и психологами зависят от степени сложности проблемы, с которой столкнулся ребенок, и особенностями его характера. Специалисты отмечают, что в процессе работы очень важна помощь родителей, но каждому из этих ребят необходим индивидуальный подход. В соответствии с запросом самого ребенка, с теми потребностями, которые возникают у него, да, и с теми нарушениями, которые в нем, да, выявлены, мы подбираем разные технологии. Это технологии, например, глобального чтения, это, например, визуальное расписание, это, например, нумикон, обучение математике. Но это все строится очень тонко в соответствии с желаниями и потребностями и фундаментом ребенка. Провожу занятия по логопедии. Это занятия на постановку звуков. Также занимаюсь с детками на вызов речи. Это дети в основном 2-3 лет. Дети с нарушенным слухом, с кохлеарной имплантацией. Также занимаюсь с детьми с логоневрозом и заиканием. Особенность этих занятий, наверное, заключается в том, что дети с абсолютно индивидуальными проблемами и нарушениями, и поэтому к ним нужно подбирать какой-то индивидуальный подход и адаптировать программу каждый раз под каждого ребенка заново. Кроме индивидуальных занятий в центре проходят и групповые по различным направлениям. Одно из них – кинезотерапия, лечебная физкультура, способствующая развитию ребенка. Это вид таких упражнений, которые активизируют определенные участки мозга. А, как известно, все участки мозга между собой связаны, и развитие одного способствует развитию другого. Ребенок лучше ориентируется в пространстве элементарно, ребенок социализируется благодаря этим упражнениям, так как часто они представляют собой вид групповых занятий. Это очень важный момент. Центр был создан по личной инициативе Анеты Бганба, однако здесь надеются и на государственную поддержку, так как в Абхазии немало семей, нуждающихся в такой помощи. Нас берут на внебюджетное финансирование, мы благодарны Министерству социальной защиты. Благодаря им у нас будет оказана бесплатная поддержка детям. Сейчас у нас формируются уже группы детей, которые попадут вот в эту бесплатную поддержку. Есть определенные требования по отношению к тем, кто будут принят на бесплатную поддержку. В первую очередь это граждане Абхазии. И обязательно с заключением. То есть это обязательно дети со статусом детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы надеемся, что с марта месяца уже запустится наша программа и сможем мы поддержать тех людей, те семьи, которые действительно в этом нуждаются. В центре «Логопед» быть понятными и услышанными помогают около 40 детишкам. Его посещают и 2 подопечных культурно-благотворительного фонда «Ашана». Сюда могут обращаться родители детей от 2 до 20 лет. Кугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.